Может ли двоечник стать как минимум троечником? Как покорить чемпионат мира без допинга и как восстановиться после инсульта? Об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии. Владимир Касаткин, доктор медицинских наук, профессор. Но важно отметить, что Владимир Николаевич еще и врач ЛФК, клинический психолог, нейропсихолог, автор более 100 статей по медицине, психологии и педагогике. Причем сейчас работы Владимира Николаевича размещены еще и на международных изданиях. Лауреат Государственной премии президента Российской Федерации. Владимир Николаевич, здравствуйте. Здрасте. Вот так вот мне захотелось вас представить. Почему? Потому что все это я не смогу указать в титрах, но не назвать это было бы неправильным. Владимир Николаевич, очень рада приветствовать у нас в студии. Готовясь к интервью, я, разумеется, посмотрела то, над чем вы работаете, и подметила, что есть, наверное, 3 категории, такие широкие, на которые вы обращали внимание во время своей научной деятельности. Это дети, спортсмены. У вас львиную долю занимает именно спортивная психология, и взрослые. Вот что объединяет эти 3 категории? Эти три категории объединяет один биологический смысл. И он по какому-то странному стечению обстоятельств псевдоигнорируется всеми, кто занимается с детьми, педагоги, в первую очередь, родители, логопеды, неврологи детские, психиатры детские, тренеров спортивных, которые не очень-то обращают внимание на этот признак, геронтологов, которые тоже на этот признак не обращают внимания, хотя все налицо, симптоматика налицо, все видно. Принцип этот такой. Я его называю в виде метафоры. Нельзя построить небоскреб на фундаменте двухэтажного коттеджа. Развалится. И вот то же самое происходит и с человеком. В первые 2-3 года жизни формируется тот самый фундамент двигательный, к которому потом человек обращается постоянно, совершая любое физическое действие, включая процесс мышления, потому что человек, как это ни странно, мыслит мышечными сокращениями. Материальный субстрат мышления – это те самые сокращения мышц губ, рта, голосовых связок, которые вот ребенок в 1,5-2 года, он не интериоризирует, не сказать, прячет свои мысли, он их говорит. И вот потом этот процесс сворачивается внутрь, и мы продолжаем говорить, но уже специальные нейронные ингибиторы, так называемые, не пускают сигнал на мышцы ротоглотки и голосовых связок. И так вот, для того, чтобы что-то подумать, нужно вспомнить, как это ни странно, как вы отрывали голову от пеленки, как вы делали сосательные движения, как вы переворачивали с животика на спинку и так далее. И если как вы ползали, как вы вставали на четвереньки, если какой-то из этих структурных, так сказать, действий не произошло, то это влияет на все остальное. Вот в этом принцип реабилитации детей, которые плохо учатся. В этом принцип укрепления моторного контроля движения у спортсменов, которые готовятся к высоким стартам, а я готовил спортсменов и к Олимпийским играм, и к чемпионатам мира, Европы. В этом, так сказать, суть реабилитации больных, которые перенесли мозговые катастрофы, инсульты. В этом принцип моей работы. Я очень много работаю с детьми, перенесшими опухоли головного мозга. Все начинается с базового движения, если коротко. Владимир Николаевич, а вот как выстроить эту работу, вот, например, с детьми? Вот я правильно понимаю, что прежде всего нужно обратить на физическую форму, на физкультуру. Что вы делаете, что вы рекомендуете? Первое, я не видел ни одного двоечника, который бы умел стоять на одной ноге. То есть поставьте двоечника на одну ногу, вы увидите, что он сначала качается, а потом снова встает на 2 ноги. Почему?
потому что что-то не в порядке с двигательной сферой. Если вам пенсионер или пенсионерка жалуется на то, что она стала что-то забывать, посмотрите, стоит она или он на одной ноге или нет. Как правило, нет. Потому что полигон опоры нуждается в тренировке базовых двигательных стереотипов. И вот поэтому этот биологический принцип, начиная с фундамента, начиная с основы, я эксплуатирую последние 35 лет людьми, с детьми, которые перенесли опухоли мозга, клинические смерти, длинные коматозные состояния. И с детьми вот из этой самой четверки самых больших, хотя они называются малые когнитивные проблемы, но это самая большая головная боль любого учителя. Это дисграфия, плохо пишет, дислексия, плохо читает, дискалькулия плохо считает и синдром гиперактивности и дефицита внимания. Вот эти 4 фактора, которые, как правило, являются причиной школьной неуспешности. Но, по счастью, они очень легко исправляются. 3 месяца мы, так сказать, проводим с ними занятия. А как? Это цикл упражнений, который включает в себя восстановление базовых двигательных стереотипов. Поэтапно мы проходим с ребенком двигательную программу. Вот. Она есть в медицине, в ЛФК знают вот наработки Ольги Орлены, Лайши, профессора Поляева, которая называется «Баланс». А нейропсихологи знают, так сказать, что сделала Анна Владимировна Семенович с профессором Архиповым в, так сказать, в замещающем онтогенезе. Все эти мои сверстники теперь уже, они живут в Москве, и, так сказать, некоторые из них работали в моем центре, который, так сказать, я сделал много лет назад. Это называлось «Клиника для двоечников». Формально это имело другое название, длинное и бюрократическое, но туда приходили дети, которые учились на двойке, но не имели такого грубого снижения интеллекта. То есть у них не было детского церебрального паралича, у них не было там грубой генетической патологии. В обычной школе им просто ставили 2. Это вот малые когнитивные нарушения. А вот как быть? На всех двоечников специалистов не хватит. Вот для наших телезрителей, обычным родителям, мы же сразу бежим к репетиторам. А вы рекомендуете бежать? Да, я себя называю 4-й психолог. То есть, когда люди прошли 1, 2, 3, никто не помогает, наконец приходят ко мне, и я помогаю. Что здесь происходит? Опять разговор о фундаменте. К чему апеллирует логопед? Или к чему апеллирует репетитор? Или к чему апеллирует психолог или геронтолог? У меня плохая память. Учи стихи. Учи стихи, у тебя будет хорошая память. У меня плохой почерк. Да ты пиши больше. Пиши больше тогда. И нанимают репетиторов. Там репетиторы работают. К какому участку мозга апеллирует репетитор? К тому же, к которому и педагог. К колбу. К префронтальной коре, где происходит построение нового конструкта. Каждый раз, когда новый конструкт, так сказать, создается, он плохой. Вспомните, как вы учились кататься на велосипеде. Вы контролировали правую ногу, левую, правую руку, левую руку, баланс, где должно быть туловище. И при этом, так сказать, делали массу ошибок и катались плохо. Через какое-то время у вас, так сказать, постепенно формировались привычки. И вы уже, так сказать, не думаете даже о том, не следите за правой ногой, за левой, а разговариваете со своим спутником, смотрите там пейзаж. Что произошло? Произошло накопление той усредненного правильного движения, того движения, которые считаются правильными. И механизм вот этой вот обратной биологической связи, когда оценивается каждое движение, он выключается и переходит в автономный режим. Поэтому кора, когда отдает движение, она копию, так сказать, каждого движения отдает мозжечку и базальным ядрам. Для чего? Для того, чтобы там
накапливалась абсолютно информация по поводу каждого движения. И когда информация соответствует гауссовой кривой распределения, все, так сказать, там в микровольтах все происходит математически точно, между прочим. Остается вот та самая утренненная штука, и, так сказать, передача вот этих сигналов переходит с одной группы волокон на другие, и система переходит в автономный режим. Мозжечок хранит всю информацию о правильности действия всех наших действий, абсолютно всех слов, всех наших движений, эмоций, ближайших планов, нормы настроения на каждую реакцию. Именно поэтому в мозжечке в 4,5 раза больше нейронов, чем во всем остальном мозге вместе взятом. Хотя он составляет всего 10% от мозга. Почему так произошло? Почему в эту древнейшую структуру, в ствол, в мозжечок отправляется все самое главное? Потому что это память бессознательных автоматизмов. Крокодил не думает. Он, когда родился, любая рептилия, вот тетрапоид, который из воды вышел, наш далекий предок, он не думал, не рефлексировал. У него было протосознание, которое работало в абсолютно реактивном режиме, и так же, как и наш мозжечок и наш ствол. Они 100% детерминированы. Кора генетически детерминирована только на 60-70%. 30-40% отведено на социальный эксперимент, которым мы, так сказать, иногда пользуемся, иногда нет. Потому что для большинства из нас автоматизмов вполне хватает. Это 95-98% наших ежедневных действий. Если хотите спросить, как и чем я это могу доказать, очень просто. Когда мы начинаем свою мысль, вы начинаете свою мысль, состоящую из нескольких предложений, но вы не знаете, какие будут два последних слова, которые вы скажете, правильно? Но вы уверены, что вы скажете их нормально, и так и происходит. Владимир Николаевич, но я не услышал, вот что делать двоечнику, родителям, точнее, двоечника? Куда его вести? Значит, что делать? Самое подробное описание, которое на сегодняшний день я опубликовал, есть в моей книге, которая вышла под моей редакцией в 2023 году. Она называется «Физическая и психологическая реабилитация детей с опухолями задней черепной ямки». То есть там описано на много-много страниц, что делать, потому что нужно восстановить большое движение, нужно восстановить координацию глаз-рука, сенсомоторную координацию, как говорят врачи и психологи. Третье. Нужно восстановить ритмический праксис. Ритмический праксис, у меня есть даже изобретение прибора, который называется ритмограф. Прибор для исследования чувства ритма человека. Мозг устроен как ритмическая система. Он нужен для того, чтобы убегать, когда ты чья-то еда, и для того, чтобы догонять, когда ты хочешь покушать. Вот эта система ритмического, так сказать, сокращения мышц, сгибателей, разгибателей, агонистов, антагонистов, это все работает как ритм. И ритм можно разогнать, в том числе ритм собственных мыслей. Оборачиваемость рабочей памяти, когда в единицу времени через мозг проходит больше. Разогнать это можно. Это один из принципов повышения интеллекта. И, наконец, когда мы создаем, так сказать, эту устойчивую систему, в которой в порядке базовые двигательные стереотипы, чувство ритма, сенсомоторная реакция, то есть я не промахиваюсь мимо носа, когда меня просят пальцем до носа дотронуться, мы переходим к вопросам, которые относятся не к компетенции мозжечка, а к компетенции уже экстрапирамидной системы, как говорят врачи, в подкорковом образовании, частью из которых являются базальные ядра, скорлупа, амигдала, там есть анатомические образования подкорковые, которые отвечают за последовательность действий. Если эта система выключается, то человек говорит короткими фразами, ходит шаркающими шагами, говорит без интонаций, скандированной речью. И мы это видим, к сожалению, на модели болезни Паркинсона.
И мы видим вот в клинике локальных опухолей, в клинике инсульта, таких случаев много. Как сделать так, чтобы речь, фраза из короткой стала длинной? Как сделать так, чтобы, так сказать, получилось несколько фраз вытянулось? Как сделать так, чтобы получилось сложное танцевальное движение на 3 минуты танца? За все это отвечает экстрапирамидная система. Мозжечок только дает кусочки информации и вытягивает их, так сказать, в эту линию экстрапирамидная система. Делается это автоматически. Это органы, которые не строят сами движения. До 12 лет экстрапирамидная система работает, она еще выполняет какие-то функции серьезные. Потом она все это передает префронтальной коре. После 12 у девочек, после 14 у мальчиков. Вот. И тогда получается, если эти автоматизмы согласуются между собой, между мозжечком и экстрапирамидной системой существует связь. Это и есть подсознательное мышление. Вот все говорят подсознание, подсознание. Где материальный субстрат подсознания? Если эти связи хорошие, нормальные, то тогда получается написать изложение, получается хорошее сочинение, получается танец. Значит, по сути, мы фундамент до 12 лет закладываем? Фундамент, да. Базовые двигательные стереотипы закладываются до 12 лет, потому что если они сформировались, то дальше уже включается репродуктивная система, можно воспроизводиться дальше. Владимир Николаевич, еще вот вопрос волнует один от наших телезрителей, в том числе. Полезно ли занятие боксом, если потом могут быть самые разные последствия? Смотрите, я скажу, вот как бывший начальник отдела спортивной психологии Центра инновационных спортивных технологий Москомспорта, я скажу вам с полной ответственностью. Любой вид спорта, там примерно известно 120 видов спорта, которые более-менее популярны, не считая там экзотических, что они все эксплуатируют базовые двигательные стереотипы, но они на них не влияют. Они ими пользуются. Поэтому ребенок, у которого сформированы базовые двигательные стереотипы, он будет успешен в секции по боксу, по гольфу, по плаванию. У которого этого нет, он будет все время в лузерах. Я смотрел, меня попросили посмотреть нашу сборную по бальным танцам, сборную Российской Федерации. В этой сборной 54 человека. Туда попасть трудно. В стране занимается 250 тысяч человек бальными танцами. Чтобы попасть в эти 54, нужно пройти горнило многих международных соревнований. И наша сборная самая титулованная сборная в мире. Здесь больше всего чемпионов Европы, чемпионов мира. Но, значит, что я увидел? 5%, не 5%, 5 человек из этих 54 имели идеальные базовые двигательные стереотипы. Остальные имели, как я говорил, ресурс. То есть те несовершенные действия, которые могут помочь им улучшить надстроечные движения. Надстроечные – это танец, а базовые, так сказать, наклончики, так сказать, ну, как правило, это зашитые спины у девушек. Вот когда она, ну, я прошу ползать без рук, без ног, а спина не шевелится, потому что настолько привыкли мышцы, так сказать, вот не шевелиться, чтобы не испортить вот эту вот структуру. Для европейских танцев, там, вальса, медленного, быстрого фокстрота, это хорошо. А для ча-ча-ча, самбо, румба, для латины это невозможно. Поэтому они, да, они чемпионы мира, но десятков они не танцуют. То есть вот для них закрыт латиноамериканский компонент. Ну и так далее. То есть об этом можно говорить много. И так же, как вот, ну, планета инсульт, здесь такое количество фактов. Или планета рак мозга, когда сейчас же, когда начали лечить рак мозга, мы можем посмотреть модель, дефицитарную модель, ну, любого органа, который не работает. И вот за 12 лет, пока я занимаюсь этой проблемой, вплотную уже, так сказать, я только, ну, вот раком мозга у детей занимаюсь более 12 лет.
я видел очень много удивительных феноменов. Но, конечно, самый удивительный феномен, где происходит сейчас самое большое количество открытий, это работа мозжечка. Потому что это на самом деле важнейший орган человеческого мышления, особенно стереотипного мышления. А поскольку стереотипное мышление, стереотипное действие – это 98% нашего ежедневного действия, это требует особого внимания. И последний вопрос. Я бы хотела подметить, что Владимир Николаевич родом из города Салавата. Да. Именно там начинал и выпускник Башкирского государственного медицинского тогда института. Да. И почему вы вообще занялись нейропсихологией? Почему уделяете этому такое внимание? Почему я задаю вам этот вопрос? Потому что мы с вами до эфира обсуждали о том, что вы в свое время пришли в школу, и учитель сделал ошибку. Вот какую? Расскажите нашим телезрителям тоже. Ну, ошибку сначала сделала природа. Я родился в 8-месячном с обвитием пуповины в Салаватском роддоме. Действительно, это так. И меня сразу не выписали. Вот те самые базовые двигательные стереотипы, которые происходят на первом месяце жизни, отрывание головы от пеленки, переворачивание со спины на живот, я не прошел. И, соответственно, потом вот эти мышцы, которые отвечают за устойчивое положение головы и помогают прочитать, что написано на доске, да, помогают писать, они были недоразвиты. Но вы же потом это догнали? Это не догоняется, это гиперкомпенсируется чем-то другим. Потом я пришел в школу. Ну, слава богу, курица лапы, я научился писать еще до школы. Я левша, я научился писать левой рукой. И вот в первый же день, 1 сентября 1966 года, мне учительница наша, Разия Сидиктовна, сказала: дети, возьмите ручки в правые ручки. Я в раз разучился писать, и у меня началась оптическая дисграфия. Как говорят, я пишу Б, Д, там, Е оборотное и просто Е. Я пишу, так сказать, я до сих пор задумываюсь на компьютере, иногда делаю паузу, так, где здесь Б, где Д. Хотя, так сказать, прошло столько времени, и уже речь идет не о том, чтобы писать, но нейрон так устроен, что он может быть либо в состоянии предуготовленным к обучению, либо обученным. Если он переучиваться не может. То есть для того, чтобы вот связь идет, и для того, чтобы он не работал, его нужно окружить нейронными ингибиторами, которые запрещают ему это делать, и переключать на другой нейрон. За счет этого теряется время. Поэтому неправильно поставленная рука, все, пианиста не будет. Неправильно поставленная рука в ракетке, теннисиста хорошего не будет. Потому что вот эти драгоценные десятки, сотни миллисекунд тратятся на подумать, на работу нейронов-ингибиторов, понимаете? И, естественно, я стал учиться хуже, все соображают быстрее, я медленнее. Тормоз, тугодум, вялотекущий, так сказать, я еще флегматик по темпераменту, так сказать, был, и так далее. Ну, уже медленно соображает. Это можно было очень быстро исправить. Но начинать нужно было не с того, чтобы правильно научить меня писать, как это делают репетиторы или логопеды, а с того, чтобы поставить нормальную координацию глаз-рука, потому что спросить, а что там было в первые месяцы жизни у мамы? Вот что было. Ну-ка, давай посмотрим, как у тебя. Ну-ка, встань на одну ногу вообще. Ты не стоишь на одной ноге. Все, тренинг базовых двигательных стереотипов. И моя мечта – научить всех, прежде всего, салаватских учителей, психологов, учителей физкультуры, именно для тех детей, у которых что-то не получается. Вот с письмом, с чтением, с устным математическим счетом. Это все очень быстро поправляется. И моя мечта, конечно, вместе вот с врачами, неврологами, врачами ЛФК Башкортостана, научить всех учителей вот решать эту проблему. Она очень легко решается. И она избавит огромное количество детей от слез, родителей, так сказать, от головной боли, а учителям исправит отчетность, школьную успеваемость. Владимир Николаевич, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, рассказали, сделали такие открытия, которые, я думаю, важны в жизни каждого человека. Спасибо, Роза. Это была программа «Интервью». Сегодня в гостях у нас был Владимир Касаткин, доктор медицинских наук, профессор. Я Роза Хабибуллина. Спасибо, что были с нами.